Сегодня состояние энергетического сектора в Кыргызстане затронуло всех. На фоне маловодья, дефицита электричества, проблем со смогом и неэкологичности угля возрастает роль природного газа как относительно безопасного и недорогого источника энергии. Но несколько лет назад наша газовая отрасль не была готова. Ржавые газопроводы и устаревшее оборудование – это то, что осталось у нас после развала СССР. Система могла рухнуть в любой момент, а газоснабжение прекратиться. Чтобы реанимировать газовую отрасль и обеспечить стабильность и безопасность поставок природного газа, Кыргызстан и Россия договорились, что этим займется «Газпром». В итоге сейчас газ поступает бесперебойно и по тарифам значительно ниже прежних. В 2021 году, в период маловодья, Кыргызстан столкнулся с катастрофической нехваткой энергетических мощностей. К началу зимы из-за ограничений на электричество резко возрос спрос на уголь. Это привело к тому, что население начало задыхаться от дыма и смога. Поэтому каждый год зимой встает вопрос о переходе на газ, чтобы уменьшить смог и удешевить отопление. Но в Кыргызстане газификация велась вяло. Более того, в 90-х и в 2000-х годах газ был рычагом политического давления. Перед отопительным сезоном внешние поставщики регулярно отключали газ. Это вынуждало Кыргызстан соглашаться на невыгодные контракты. А в 2014 году поставщики и вовсе на 9 месяцев отключили от газоснабжения юг Кыргызстана. Почему правительство Кыргызстана пришло к тому выводу, что это Кыргызгаз необходимо продать и тем самым решить вопрос с бесперебойной поставкой газа в Кыргызскую республику. Вы помните, и в 97-98 годах у нас были большие проблемы. В 2000-х годах, после 2010 года были большие перебои поставок газа из соседнего Узбекистана. Единственная компания, которая проявила интерес к нашему кыргызскому газу, это была российская компания «Газпром». В этой связи Кыргызстан и Россия подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в газовой сфере. Газовая отрасль пережила свое возрождение с приходом одной из крупнейших энергетических компаний мира – «Газпрома». «Газпром» приобрел 100% «Кыргыз-Газпрома». Сегодня в Бишкеке российский монополист подписал соответствующий... Бишкек продает «Газпрому» компанию «Киргизгаз» за $1 США. Сегодня парламент республики одобрил это соглашение. Сегодня исторический день. Мы подписали соглашение о приобретении «Газпромом» 100% акций «Кыргызгаза». И это предприятие вливается в большую дружную семью компаний «Газпрома». На «Газпрому» придется вкладываться в модернизацию газопроводов в Киргизии. И в течение 5 лет компания должна инвестировать в инфраструктуру не менее 20 миллиардов рублей в течение 5 лет. «Газпром» при этом становится единственным импортером газа в Киргизию на 25 лет. Обязательства, которые на себя берет «Газпром», это надежная, бесперебойная поставка газа всем потребителям в Кыргызстане. За 7 лет, как «Газпром» пришел в Кыргызстан, вложено более 28 миллиардов сомов инвестиций. Как вам известно, газовая отрасль наша к тому моменту была очень сильно изношена. Изношенность достигала почти 100%. На основании этого межправсоглашения была разработана генеральная схема газификации нашей республики. Она предусматривает такую программную деятельность нашей компании, включающая в себя и ремонт, и строительство, и обновление всех основных фондов. «Газпрому» в наследие от «Кыргызгаза» достались ржавые газопроводы и огромные долги в размере $68 миллионов. В 2008 году убыток составил 128 миллионов сомов, а по итогам 2009 – 486 миллионов сомов. Считайте, что к 2010 году «Кыргызгаз» на 100% был банкротом. В $1 его оценила аудиторская компания Deloitte & Touche. Еще в 2008 году она отрицательно оценивала предприятие на 68 миллионов. Тургунбек Калмурзаев, бывший глава «Кыргызгаза».
Но «Газпром» не мог приобрести компанию с отрицательной стоимостью, поэтому было решено указать минимальную положительную цену. При этом «Газпром» обязался выплатить все долги «Кыргызгаза» и осуществить инвестиции в восстановление газовой отрасли Кыргызстана. Когда проводили расчет по оценкам аудиторской компании, это была компания из большой четверки, «Кыргызгаз» был оценен минус 68 миллионов долларов. Но исходя из международной практики, в договор нельзя вписывать отрицательную стоимость, то есть нельзя написать минус 68 миллионов. Берется всегда минимальная положительная стоимость. В данном случае это $1. Но $1 это не значит $1. $1 это условная единица, а фактически «Газпром» потратил на «Кыргызгаз» с учетом вот этих расходов почти около $100 миллионов. С чего начал свою работу «Газпром» в Кыргызстане? При реализации инвестиционных проектов «Газпром» стремился создать безопасную и современную газотранспортную систему. Нужно было реанимировать сеть газопроводов, по которым Кыргызстан получает природный газ. Созданная в советское время сеть газопроводов соединяет несколько республик. Например, магистральный газопровод Бухарский газоносный район Ташкент, Бишкек, Алматы обеспечивает голубым топливом 3 страны. Через его кыргызстанский участок снабжается не только Кыргызстан, но и Алматы и Алматинская область Казахстана. Но трубы, которые проходят через Кыргызстан, были проложены 50 лет назад и уже отслужили свой срок. Поэтому мы начали с самой главной артерии, это магистральный газопровод. Ну, это, как знаете, ствол дерева, основной стержень. Эта труба была построена в начале 70-х годов, магистральный газопровод. От нее уже, конечно, идет эти артерии все, когда поступает газ в районы, в областя уже уходит. Было принято решение построить вторую очередь газопровода. Тем самым мы увеличили пропускную способность газотранспортной системы Северо-Кыргызской республики практически в 2 раза. Так «Газпром Кыргызстан» построил вторую ветку магистрального газопровода Бухарский газоносный район Ташкент, Бишкек, Алматы протяженностью в 112 километров и произвел капитальный ремонт 40 километров газопровода на Таласском участке. Новые и реконструируемые газопроводы позволили стабильно и безопасно снабжать газом промышленные районы на севере Кыргызстана. Вместе с этим построен межгосударственный замерный узел Чуй. Были поставлены современные ультразвуковые приборы учета газа. Это впервые позволило производить измерения количества и качества транспортируемого природного газа в режиме реального времени. В конце, на выходе в Казахстан, мы привели в порядок еще замерный узел Чуй. Почему? Потому что мы должны знать, сколько газа к нам поступает в республику и сколько газа уходит уже в Казахстан. Точность измерения. Параллельно строились 67 километров газопровода отвода Бишкек-Кант-Токмок. Это позволило ликвидировать утечки старого магистрального газопровода. Теперь газ поставляется в Кант и Токмок стабильно и без потерь. Транспортировка газа зависит не только от пропускной способности газопроводов, но и от работы компрессорной станции. Одна из таких станций расположена в Сокулуке, однако ее техническое состояние не позволяло обеспечить двукратное увеличение объемов транзита газа в Казахстан. Поэтому был проведен капитальный ремонт всех 6 газоперекачивающих агрегатов с повышением их мощности. Далее с нуля были построены 4 газораспределительные станции – Бишкек-2, Сокулук, Токмок, Кант. Новые станции полностью автоматизированные, с усиленными системами безопасности и более высокой мощностью. Данная станция является станцией нового поколения, она полностью автоматизированная, все процессы ее контролируются компьютерами. Управление может происходить с центральной диспетчерской в городе Бишкек. Также дублируется управление из диспетчерской службы филиала «Севертрансгаз». Ну и плюс здесь оператор на месте контролирует управление всеми процессами. Значительные работы проведены и на юге страны. На юг из Узбекистана проложено несколько веток магистральных газопроводов. Их общая протяженность 270 километров. Кроме того, имеется сеть из 1200 километров газопроводов среднего и низкого давления.
Однако до 2014 года из-за изношенности сетей потери газа доходили до 45%. С таким положением дел «Газпром» мириться не хотел. Но принципиально потери, которые у нас возникали на газопроводах, они в основном возникали на газораспределительных станциях. Станции были построены еще в 70-х годах. Естественно, за этот большой промежуток времени они пришли в плачевное состояние. На сегодняшний день нашей компанией выполнены капитальные ремонты этих малонадежных газопроводов и произведена замена шкафных газораспределительных пунктов. В прошлом году был выполнен капитальный ремонт 4 ГРС. «Газпром» принял на свой баланс около 200 километров газопроводов в Баткенской области, которые ранее находились на балансе муниципальных органов. В целом на этом программа работы нашей компании по югу республики не заканчивается. У нас есть перспективная программа, в соответствии с которой мы будем выполнять капитальные ремонты газопроводов, в основном в городе Ош, потому что там самая протяженная сеть газораспределительных газопроводов. С 2014 года в 10 производственных и административных зданиях, которые перешли «Газпрому» от «Кыргызгаза», были созданы первоклассные условия как для обслуживания клиентов, так и для ежедневной работы сотрудников компании. Автопарк обновлен на 80% за счет приобретения 205 единиц спецтехники. Еще одним из ключевых направлений деятельности компании «Газпром Кыргызстан» в рамках зеленой экономики является реализация компримированного природного газа на автогазонаполнительных компрессорных станциях или АГНКС. Речь идет о метане для автотранспорта, двигатели которых работают на газе. На севере страны такие станции имеются в Бишкеке, в Карабалте, в Токмоке и селах Ленинское и Пригородное. В связи с последними скачками цен на ГСМ, автовладельцы должны оценить все преимущества метана. По сравнению с дизелем и бензином, метан почти в 2,5 раза дешевле. Если в 2014 году общий объем продаж метана составлял около 4 миллионов кубов, то в 2021 году автомашины заправили 8 миллионов кубов метана. Наша компания выполнила реконструкцию АГНКС в селе Ленинское. Теперь мы там имеем самую современную АГНКС на территории Кыргызской республики, которая позволяет одновременно заправлять до 10 автомобилей. Сейчас мы проводим реконструкцию АГНКС в городе Токмак. В городе Бишкек, на территории старой автобазы, построена еще одна АГНКС, на которой на сегодняшний день заправляется муниципальный транспорт, а именно городские автобусы, которые работают на компримированном газе. С точки зрения экологии, компримированный природный газ – это перспективное направление, которое может улучшить экологическую ситуацию в городе. Мы на протяжении последних 3 лет совместно с правительством ведем разработку программы развития газомоторного транспорта, газомоторного топлива. Это вызвано в первую очередь необходимостью экологической. Мы строим заправки, но при этом мы должны быть уверены, что параллельно государство будет приобретать автобусы, спецтехнику на газомоторном топливе, чтобы мы развивались параллельно. И вот мы сейчас эту работу провели и ждем, когда со стороны государства будет сделан конкретный шаг, подписана там эта государственная программа. Созданная в советское время система не позволяла отследить технические потери газа. Казахстан даже предъявлял претензии к «Кыргызгазу» за некачественный транзит топлива через магистральный канал. Поэтому была создана автоматизированная круглосуточная производственно-диспетчерская служба. Мы телемеханизировали все крановые площадки на новой нитке газопровода и построили новую диспетчерскую. Мы в режиме онлайн отслеживаем работу газотранспортной системы Северо-Кыргызской республики и можем, не выходя со своего рабочего места, перенаправлять потоки газа между обоими нитками газопровода с центральной диспетчерской. Диспетчерский пункт сегодня стал одним из символов реанимированной газовой сферы. Специалисты видят все необходимые показатели – состав и состояние газа в сетях, объем, давление, куда движется газ и возможные утечки. В свою очередь, телемеханизация обеспечивает и безопасность эксплуатации газотранспортной системы, потому что время принятия решений в случае возникновения каких-то нештатных ситуаций сокращается до минимума, буквально до секунд. То есть аварийный участок моментально отключается, и пока газовики занимаются устранением проблемы на местах, остальные абоненты получают газ по дублирующим трубам.
По итогам проделанной масштабной работы по реконструкции газовых объектов, магистральных и распределительных сетей, «Газпром Кыргызстан» прошел официальную сертификацию на соответствие международным стандартам по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте ISO 45001-2018. Сертификат гарантирует, что жизни и здоровью сотрудников и посетителей сертифицированной компании ничего не угрожает. Более того, «Газпром» стал первой компанией в Кыргызстане, получившей подтверждение согласно требованиям данного ISO. В целом, обновленная газораспределительная сеть и усилия, вложенные в повышение квалификации персонала, создали запас прочности для газовой отрасли Кыргызстана на последующие 40 лет. На сообщениях о более сильных морозах в Европе, чем прогнозировалось, информация об остановке транзита газа через трубопровод Ямал-Европа, цены взлетели выше $2200 за 1000 кубометров газа. До сих пор невиданные уровни. 2021 год стал началом энергетического кризиса в мире и исторических ценовых рекордов на энергоносители. В 2022 году эта тенденция продолжилась. Сначала котировки достигли цифры в $2000, а в начале марта и вовсе превысили отметку в $3000. Таких высоких цен в Европе никогда не было. При этом сейчас Кыргызстан покупает природный газ в разы дешевле, в 15, а то и в 20 раз меньше. Закупочная цена в рамках долгосрочного контракта установлена в пределах $150 за 1000 кубов. Повышение пошло с 2006 года. В 2009 году мы начали покупать по $240, в 2010 году по $316. Узбекистан поднимал цены каждый квартал из расчета цены нефти на бирже в Лондоне. Тургумбек Калмурзаев, бывший глава Кыргызгаза. С октября 2014 года, с момента, когда была уже все приобретена компания, стоимость газа была установлена на границе $165 за 1000 кубометров. И через год она была снижена до 150. Мы сейчас на этой стоимости стоим. И тариф для населения снизился с 16 сомов до 13 сомов. То есть на 3 сома он упал. При этом с момента прихода «Газпрома» тарифы в Кыргызстане повышались только из-за роста курса доллара к сому. И даже в этом случае в Кыргызстане сегодня один из самых низких тарифов среди стран-импортеров газа в СНГ и мире. Дешевле только в странах, которые сами добывают и продают газ на экспорт. Нас нельзя сравнивать с соседними странами, газодобывающими, со странами, как Узбекистан, Казахстан, Туркменистан или Россия, потому что это страны, у которых свой собственный газ и очень низкая стоимость на внутреннем рынке исходит из того, что они газ продают свой на экспортной цене очень высокой, и вот за счет прибыли, которые они получают за счет экспорта, они субсидируют внутреннюю реализацию. К примеру, самые высокие тарифы в Молдове и Украине – 56 и 40 сомов соответственно. В Армении – 26 сомов, в Белоруссии – 17 сомов за 1 кубометр. Но их объемы потребления в сравнении с Кыргызстаном колоссальные. Наша страна потребляет всего 339 миллионов кубов в год, хотя те же Армения и Молдова в 7-8 раз больше. Не говоря об Украине, Белоруссии и Казахстане. В этих странах потребляют десятки миллиардов кубов. Однако в последние дни произошел резкий рост курса валют, что в итоге может отразиться на тарифах. Поэтому Кыргызстан уже сейчас должен думать, как не допустить критичного повышения тарифов. К примеру, провести переговоры с Россией, чтобы проводить оплату за природный газ в российских рублях. Мы сейчас совместно с правительством отрабатываем вариант, и мы считаем, что и правительству надо на своем уровне поднимать этот вопрос. Необходимо поднимать вопрос установления стоимости природного газа в иной валюте, например, в валюте поставщика, в данном случае это российский рубль. Это намного более сгладило бы колебания валюты, колебания тарифа на природный газ, тем более, что мы его реализуем здесь, в Самах, это оказало бы хорошее влияние на развитие в целом газовой отрасли. Несмотря на относительно невысокие тарифы, не обходится и без задолженности крупных абонентов из числа бюджетных теплоснабжающих организаций.
Ежегодно «Газпром Кыргызстан» вступает в отопительный сезон с долгами бюджетных теплоснабжающих организаций в размере 400-500 миллионов сомов за предыдущий сезон. Это негативно отражается на реализации инвестиционной программы. Если взять сезон 2021-2022, отопительный сезон, мы зашли там с долгом порядка 700 миллионов сомов. Да, от нас требуют, чтобы мы максимально газифицировали, но в то же время держат долги там 700-810 миллионов долларов. И эти деньги мы могли бы вложить там в строительство газопроводов, но мы вынуждены ограничивать себя в инвестициях. Ситуация непогашения задолженности бюджетными организациями продолжается из года в год, несмотря на тот факт, что в рамках заключенного межправительственного соглашения Кыргызстан взял на себя обязательство вовремя оплачивать поставки природного газа государственным предприятиям. При условии реализации положений генеральной схемы в полном объеме планируется газификация более 400 населенных пунктов и более 845 тысяч квартир и домовладений. В соответствии с генеральной схемой газификации у нас уже уровень газификации он достиг с 22% до 36%. Обязательства «Газпрома» были о том, что мы газифицируем и доведем уровень газификации нашей республики к 2030 году до 60%. На сегодня уже газифицированы 40 населенных пунктов. Благодаря этому 200 тысяч кыргызстанцев получили доступ к комфортным условиям жизни и возможность использовать в быту экологически чистый энергоноситель. Рухим расталсак, мынаке 5,5 миңге жакын киши мына газ менен камсыз болот экен. Ушул проекттин негизинде мына 1776 үй ушу эң негизги эми газ токтобой силерге берилип турсун. В декабре 2021 года газ проведен в жилмассивы Кокджар и Рухи-Мурас, а это еще 90 километров газораспределительных сетей и 13 тысяч жителей, к которым проведен газ. Начать пуск газа. За 40 лет у нас было построено всего, когда мы пришли, 2800 километров распределительных сетей. Мы за 5 лет построили уже более 1000 километров. Эти цифры говорят сами за себя. В первую очередь, конечно, для того, чтобы наши горожане получали тепло, наши горожане пользовались экологически чистым продуктом. И вот мы сегодня вносим свой вклад в экологическую обстановку в городе Бишкек. Каждая семья стремится к комфортным условиям, а для жителей жилмассивов вокруг Бишкека отопление становится едва ли не главной проблемой зимой. Газ боюнча көп жылдан бери эле угуп келатканбыз. Жаратылыш газы тартылат бардык Кыргызстандын жерлерине деп. Анан бирок биз шаарда Бишкек, Арча Бишкек конушунда жашап, анан ушул жака тез эле газ келип, жаратылыш газ келип калат деп ойлоп отурбуз. Бизге абдан эле тез келип калды. Көмүр жагып, үйдү жылытканда дагы эртең менен түштө кечинде жагып туруш керек. Көбүнчө күч атабызга келет эле. Аракетчилиги көп да көмүрдүн. А бул газ келгени абдан жакшы болду. Үйдүн бир калыпта, үйдүн ичинде температура, жылуулук бир калыпта сакталып турат экен. Баасы менен эми азыр көмүр деле кымбат болуп кетпеди. Жумушта иштеп, үйгө киреше кирип турган үйлөргө газ менен колдонгон жеңил да. Анан биздин ушул квадратурага газ жакшы. Мынакей бияк жакта котел угуп турат. Бирөө угольный, бирөө газовый. Мынакей угольныйга уже жакпай калганыбызга уже 4-5 жыл болуп калды. Газды включать этип эле, биянан температурасын коебуз. Болду, башка ишибиз деле жок. От жагыш үчүн постоянно бир киши үйдө болуш керек. Эртең менен эрте туруп от жагыш керек. Түштө жагыш керек, кечинде жагыш керек. Түн ортосунда туруп алып дагы жагыш керек. А газда болсо бир жолу включать эттиң, бир температураны кармап тура берет. Анан көмүргө караганда газ мына акча жагынан дагы алып көргөндө экономикалык жагынан дагы бюджет үй бүлөлүк бюджетке дагы мындай кичине экономичный экен. Мы на себя взяли обязательство, что каждый год будем газифицировать наши жилые массивы, населенные пункты не менее 100 километров, при этом строя
газораспределительные сети. И эту работу мы будем продолжать. Повсеместный переход на природный газ как на экологически чистый источник энергии в свете проблемы с загрязнением воздуха сыграет значительную роль в построении низкоуглеродной экономики будущего. Выгода от замены угля на газ очевидна. В декабре 2020 года мы поставили 50 датчиков измерения мелкодисперсных частиц, PM 2,5 так называемых. И мы составили вот такую карту загрязнения. Значит, вот по этой карте предварительно мы считаем, что наши датчики показывают загрязнение в основном вот в центре города. И те жилмассивы, не газифицированные районы. Более-менее чисто вот в этих газифицированных районах, это вот село Интыма, Карчабеши, Аккордо, Алату жилмассив. Вот в этих районах мы фиксируем меньшей концентрации, чем, например, в Военно-Антоновке или Акбусого, жилмассивах, где по-прежнему население отапливается дровами и углем. Последние годы проект газификации охватывает не только жилые массивы, но и многоквартирный сектор. Бишкек расширяется, строятся новые жилые комплексы и микрорайоны, но обеспечение их центральным теплоснабжением затрудняется. Благодаря совместной работе с «Газпромом» были разработаны новые строительные нормы и правила подключения к газоснабжению промышленных объектов и многоэтажных жилых домов. Это позволило упростить и обезопасить газификацию новых жилых комплексов. В прошлом году наконец-то вышли новые строительные нормы, которые нам позволяют устанавливать локальные газовые котельные, вырабатывающие тепло для обеспечения теплом этих жилмассивов. Эти новые строительные нормы позволяют нам сегодня не только строить локальные котельные, газовые котельные, но и делать крышные котельные, делать пристроенные отдельные котельные, делать поквартирное отопление путем установки газовых котлов внутри этих квартир. Застройщики уже ведут строительство по новым нормам и правилам. Новые жилые комплексы в Бишкеке оснащаются котельными на природном газе. Итак, вот смотрите, мы сейчас вот на нашем объекте находимся. Вот справа от вас здесь находится итальянский квартал, состоит из 3 блоков. Здесь у нас слева стоит объект, жилой комплекс Асамбордо. Там дальше за итальянским кварталом у нас строится объект Нью-Йорк-Сити. Он состоит из 10 блоков. И вот здесь на территории жилого комплекса Асамбордо у нас стоит вот как раз таки наша газовая котельная, которая и будет обслуживать все наши 3 жилых комплекса. А именно Асамбордо, итальянский квартал и Нью-Йорк-Сити. Потери тепла совсем минимальные, потому что они прям тепло подведено прям к домам. И сразу по элеваторным узлам распределяются по квартирам. Обычно у нас это в мае месяце бишкекская ТЭС вот это встает на ремонт. Жильцы как бы остаются без горячей воды. У нас такого нету. Жильцы круглогодично имеют теплую горячую воду. Некоторое время назад Узбекистан объявил, что своих запасов газа едва хватает для внутреннего рынка, в связи с чем предупредил своих международных партнеров о прекращении экспорта природного газа к 2025 году. Это означает, что юг Кыргызстана, который обеспечивается узбекским газом, к этому времени вновь может остаться без голубого топлива. А региону ежегодно необходимо по 60 миллионов кубометров газа. Что касается юга. На юге мы готовы тоже газифицировать, потому что юг тоже развивается, юг не стоит на месте, идет очень бурное строительство и новых жилых массивов, и новых жилых домов. У нас даже были подготовлены объекты, по которым проведены проектно-изыскательские работы. На юге мы получаем газ с Узбекистана, с Узтрансгаза. Но проблема в другом, проблема в нехватке ресурсов. Ну, действительно, такой вопрос на повестке дня стоит. И это четкий сигнал о необходимости поисков альтернативы. Сегодня, благодаря долгосрочным контрактам сотрудничества, «Газпром» с этой задачей успешно справляется. Но ни для кого не секрет, что это долго продолжаться не может,
так как если раньше Узбекистан ограничивал по поставкам природного газа в Кыргызстан чисто по политическим мотивам, то сегодня это вопрос чисто технический. Это элементарная нехватка ресурсов, рост населения и рост потребления природного газа в Узбекистане и в частности в Ферганской долине растет. Кыргызстан может нарастить объемы добычи газа из собственных месторождений, но для этого нужны значительные инвестиции в геологоразведку. И разведка должна вестись беспрерывно, а это миллионы долларов. Своих месторождений в Кыргызстане несколько – в Джалабадской и Баткенской областях. Самые крупные имеются в районе Майлюсу и Кочкураты. Их доказанные объемы составляют около 5 миллиардов кубометров. Разрабатывает месторождение ОАО «Кыргызнефтегаз» и несколько небольших компаний, но все они свои усилия направляют на добычу и переработку нефти. У «Кыргызнефтегаза» те объемы, которые он сейчас добывает, они тоже с каждым годом падают. Если уж говорить по данным 2021 года, доля доходов от добычи и реализации природного газа у «Кыргызнефтегаза» составила 3%. Мы обращаемся к правительству, чтобы правительство приняло решение. В части «Кыргызнефтегаза» нужно вкладывать большие инвестиции, которые «Кыргызнефтегаз» в данном случае не производит. Исходя из этого, нужно искать инвестора, кто бы этим занимался и мог обеспечивать газом южной области Кыргызстана за счет собственных ресурсов. В случае необходимости мы готовы выступать этими инвесторами, разрабатывать эти месторождения, добывать. И, естественно, это требует значительных финансовых вливаний в геологоразведку и в добычу. Но это должно стать ключевой задачей энергетики. Развитие собственной минерально-сырьевой базы по природному газу позволит обеспечить юг страны на 80-90 лет вперед. Деятельность компании «Газпром Кыргызстан» не ограничивается промышленностью. Компания активно реализует и социальные проекты. Они направлены на создание благоприятной среды для жизни кыргызстанцев во всех областях республики. Самыми известными стали спортивные и образовательные проекты. Так, «Газпром Кыргызстан» построил 9 современных физкультурно-оздоровительных комплексов во всех 7 областях. Они переданы на баланс местных администраций. В них не только занимаются спортом местное население, но и проводятся международные соревнования. В рамках проекта «Газпром детям» в Бишкеке построена современная школа на 950 учеников. Школа по-своему уникальная. Все классы оборудованы современной образовательной техникой. Имеются большой спортивный зал, скалодром, 2 бассейна, площадки для футбола и баскетбола. Сейчас школа находится на балансе мэрии Бишкека. Шаг за шагом мы восстанавливали нашу газовую отрасль для того, чтобы республика становилась с каждым годом более энергонезависимой, чтобы бизнес мог рассчитывать на бесперебойные поставки топлива, чтобы жизнь семей становилась легче. На системообразующих предприятиях, каким является и наша компания «Газпром Кыргызстан», лежит большая ответственность за выполнение принципиально важных задач внутри страны, социальных обязательств и укрепление потенциала республики в целом, а также ее позиции на внешних рынках. Что мы сегодня имеем? Одну из самых современных газотранспортных систем в Центральной Азии. Как страна, которая импортирует природный газ среди стран СНГ, мы по тарифной политике
стоим сегодня одним из самых низких. Мы получили беспроблемные поставки природного газа в нашу страну. Мы за последние 7 лет ни разу не почувствовали какие-то проблемы по поставке. За 7 лет сделано, конечно, очень много. Но, естественно, впереди еще очень огромный объем работы. Самая главная наша задача – довести уровень газификации нашей страны до 60% к 2030 году.